Сообщество поддержало крымских татар и осудило запрет Меджлиса в Крыму. Евросоюз, США и Турция выразили свою поддержку Меджлису. Они считают, что подобные действия – это нарушение основных прав и свобод коренного населения. На защиту Меджлиса стало европейское сообщество. Дипломаты призывают полностью восстановить права крымских татар в соответствии с международными стандартами прав человека. Свое несогласие по поводу запрета Меджлиса заявила Европейская служба внешних связей. Решение так называемого Верховного суда Крыма запретить деятельность Меджлиса, представительного органа крымско-татарского народа, назвав его экстремистской организацией, является масштабной атакой на права крымских татар. Это продолжение ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове, сложившейся с момента его незаконной оккупации Российской Федерацией. Отменить судебное решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар призвал генеральный секретарь Совета Европы Турбин Ягланд. Заявление опубликовано на сайте Совета Европы. Посол Жерар Штудман предупредил оккупантов. Запрет Меджлиса – это новый уровень репрессий крымско-татарской общины. Доклад, недавно представленный Комитету министров Совета Европы, в частности, отмечает, что признание Меджлиса экстремистской организацией существенно увеличило бы риск дальнейшего отчуждения сообщества крымских татар и его изоляцию от остальной части населения, проживающего на полуострове. В связи с этим я призываю соответствующие органы власти принять должные меры, чтобы быстро изменить это решение. В Министерстве иностранных дел Турции запрет Меджлиса назвали попыткой запугивания крымских татар. Анкара считает решение суда последним шагом, который направлен против единства и целостности крымских татар. Крымских татар снова пытаются запугать. Мы с сожалением воспринимаем и осуждаем это решение, которое является еще одним проявлением систематического массового давления на основные права и свободы жителей полуострова. Турция продолжит поддерживать законную борьбу крымско-татарского народа и усилия по устранению таких давлений. Среагировали на решение суда о Меджлисе и в Соединенных Штатах Америки. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, это лишает крымских татар последнего представительного органа в оккупированном Крыму. США еще раз подчеркнули, крымские татары на полуострове подвергаются преследованиям и репрессиям. Пока Россия не освободит Крым, санкции не снимут. Ми, безперечно, стурбовані повідомленнями про заборону Меджлісу. Це забирає у кримських татар і те невелике представництво, яке залишилося у них під російською окупацією. Кримські татари стикаються з утисками, репресіями, дискримінацією в окупованому Росією Криму. Майже 10 тисяч людей змусили покинути рідну землю, а тих, хто залишився, піддають образам, насиллю, безпідставним затриманням. Щодо того, що ми можемо зробити, то санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки вона не припинить оккупации Крыму. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает запрет Меджлиса недопустимым. По ее словам, уже в ближайшее время госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри посетит Украину. Наталья Калинка, Шевкет Наматулаев, Заман, АТР.